Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Ушара. Сегодня в программе. В Сухуми прошел круглый стол, на котором обсудили проведение конкурса, целью которого является создание в стране кадрового резерва. Арестован преступник, который, находясь на территории РФ, создал организованную группу, чтобы сбывать наркотики в Абхазии. В Сухуми прошла презентация республиканской общественной организации, которая была учреждена еще 1 марта 2023 года. Команда Абхазии – ядро экосистемы формирования и развития кадрового потенциала страны. На такую тему в Сухуми прошел круглый стол. Конкурс «Команда Абхазии» реализуется по инициативе Бадры Гунба с целью выявления и поддержки перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем компетенции, управленческих качеств и создания в стране кадрового резерва. В работе круглого стола приняли участие избранный президент Бадра Гунба, ректор Аголия Кугварамия, президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа. Конкурс кадрового резерва «Команда Абхазии» направлен на выявление талантливых управленцев в различных отраслях госуправления. Он позволит изменить подходы формирования управленческого состава государственных органов не по признакам принадлежности к той или иной политической силы, а исключительно личностных качеств и характеристик. Инициатива конкурса «Команда Абхазии» принадлежит избранному президенту Бадре Гунба. Направление, которое позволит нам найти людей, которые смогут реализовывать свои профессиональные возможности в рамках нашего государства. Команда Абхазии должна стать платформой для создания кадрового резерва, государственного кадрового резерва, и мы всецело направим свои усилия на решение этих главных задач. Наша главная цель – это найти талантливых, инициативных и преданных делу людей. С этим мы обязательно, я уверен, что справимся и сформируем команду, я бы назвал коалицию профессионалов, которые будут призваны решать те основные задачи, которые сегодня стоят перед нашим государством. Конкурс «Команда Абхазии» оказался очень востребованным среди жителей Абхазии. В настоящее время подано 2804 заявки. Отрасли деятельности конкурсантов в сфере образования, молодежной политики, государственного муниципального управления, экономики, предпринимательства, спорта, туризма и так далее. Организатором конкурса стал Государственный комитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорту. Наш вообще проект имеет очень такое важное словосочетание, связанное с нами со всеми, конкурс без проигравших. Это действительно так. Каждый участник, который прошел тестирование, будет иметь возможность иметь обратную связь с лучшими экспертами. Они будут понимать свои плюсы, будут видеть свои сильные стороны, но при этом, если будут минусы, то для корректировки данного направления они будут получать образовательную программу, чтобы они в будущем стали действительно хорошими управленцами. В основу модели конкурсного отбора легли российский опыт и лучшие практики президентской платформы «Россия – страна возможностей» и конкурса управленцев «Лидеры России». Всего предусмотрено несколько этапов конкурсных соревнований. Первый модуль дистанционного этапа предусматривает заполнение биографической анкеты, тестирование на анализ системного мышления и написание эссе. На втором конкурсантам предстоит пройти онлайн-тестирование на оценку управленческого потенциала. Участники, показавшие лучшие результаты, будут приглашены на очное мероприятие. Возраст участников от 18 до 55 лет с наличием не менее чем 2-летнего управленческого опыта. Уважаемые члены Напсовета, уважаемые эксперты будут отбирать 100 финалистов, тех ребят, которые придут на очный этап этого конкурса. Будет для них специальная программа. Это будет действительно большая программа переподготовки. Она будет состоять из целого набора модулей от 5 до 6. Это будут и профильные стажировки, это будут и региональные стажировки, это будут и стажировки в органах федеральной исполнительной власти. Но самое важное, что будет по результатам всей этой деятельности, каждый из этих участников получит себе наставника. Наставника как с абхазской стороны и наставника со стороны Российской Федерации. И это будет очень важный момент по поводу того, что каждый наставник будет помогать расти управленцам абхазским.
помогать им становиться лучше и работать качественнее и как можно более продуктивнее. В наблюдательный совет конкурса вошли ведущие эксперты из разных отраслей – науки, культуры, образования, экономики. Среди них ректор Абхазского госуниверситета Олег Угварамия, президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа. Есть темы для того, чтобы мы все старшие продумали, чтобы у нас в госуправлении были не по знакомству там и родству, а были настоящие профессионалы. Уверяю вас, есть такие ребята, и немало. Я никак не хочу говорить о тех, которые учатся, скажем, в Москве, приезжают в последний класс сюда. Для чего? Чтобы получить квоту отсюда уехать и там же и остаться. Дорогие мои, вот эти вот штучки нам надо прекращать. Надо прекращать. В целом у нас талантливая молодежь, очень хорошая молодежь. Я многими из них могу гордиться. Вот поэтому надо будет все-таки больше доверять нам молодежи и ей помогать становиться на ноги. Практика показывает, что талантливые ученые, переходя на управленческие должности, сталкиваются с трудностями, естественно. Это связано с тем, что управление требует иных навыков, стратегического мышления, работы с людьми и так далее, и так далее. Конкурс «Команда Абхазии» – это возможность помочь ученым развить эти качества и стать эффективными лидерами. Конкурс позволяет выявить тех, кто обладает потенциалом для совмещения научной и управленческой деятельности и помочь им раскрыть этот потенциал. Из 100 финалистов конкурса команда Абхазии выявит только 20 победителей, которые пройдут образовательную программу на базе мастерской управления СЭНЖ Иран Хикс. Бадра Гумба особо подчеркнул о необходимости дальнейшей поддержки не только финалистов, но и активных и талантливых участников конкурса. Мы наверняка создадим программу президентских грантов, чтобы они были сопричастны к тому, что происходит в нашей стране. Мы должны держать этих людей близко к себе, чтобы они чувствовали свою сопричастность и при этом они росли профессионально. В этом смысле я призываю коллеги именно по направлениям поддержать, придать акцент нашей деятельности не только на победителях конкурса, а на тех, кто активно принял участие, чтобы они смогли себя реализовать. Я надеюсь, что помимо программы президентских грантов мы сформулируем политику в области молодежной политики, и которую мы обязательно должны начать реализовывать. Это серьезная программа, которая будет подкреплена и финансово. Прием заявок на участие в конкурсе кадрового резерва команды Абхазии продлится до 21 марта. Алька Трапшра Мукамки, Абхазское телевидение. Задержан организатор ранее действовавшего наркоканала «Череп», скрывавшийся в Краснодаре Евгений Садовский. Преступник, находясь на территории Российской Федерации, создал организованную группу, чтобы сбывать наркотики в Абхазии. Все подробности в материале пресс-службы МВД. Задержан организатор ранее действующего наркоканала «Череп», скрывающийся в городе Краснодар. Гражданин Садовский Евгений Владимирович 1983 года разыскивался на территории Республики Абхазия как организатор наркоканала. В рамках международного сотрудничества Генеральной прокуратурой Республики Абхазия дело в отношении него было выделено и передано в Российскую Федерацию, где он был объявлен в международный розыск. Далее, во взаимодействии с нашими коллегами Управления по контролю за оборотом наркотиков Краснодарского края, данный гражданин был задержан. Согласно материалам уголовного дела, Евгений Садовский, находясь на территории Российской Федерации, создал устойчивую организованную группу с целью совершения на территории Республики Абхазия незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере.
23 февраля 2024 года сотрудниками УКОН МВД Абхазии в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота было изъято порядка 443,5 граммов наркотических средств. Это метадон, мефедрон, кокаин и каннабис. К уголовной ответственности были привлечены соучастники преступной группы, 2 граждан Российской Федерации и жители Чемчирского района. Также установлено, что организатором поставок наркотических средств в Абхазию по наркоканалу «Череп» является гражданин Российской Федерации Евгений Садовский, скрывающийся в городе Краснодар. Разыскные мероприятия по задержанию последнего провели сотрудники 4-го отдела УНК Главного управления МВД России по Краснодарскому краю в рамках договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия взаимной правовой помощи по уголовным делам. Тем самым нам удалось привлечь всех участников данной преступной группы, от курьера, закладчика, а также непосредственно организатора данного наркоканала. Я, как руководитель управления по контролю за оборотом наркотиков, считаю, что это большое достижение и в совместной работе, и новый уровень взаимодействия, который мы собираемся наращивать, дабы дотянуться до непосредственных организаторов наркоканала, которые находятся за пределами Республики Абхазия. 30 школам столицы Сухумского района выданы патриотические стенды с информацией о героях Великой Отечественной войны, Отечественной войны народа Абхазии и СВО. Проект реализуется Министерством просвещения и Российским фондом президентских грантов в рамках поездки учителей в Центр знаний Машук. Также состоялась встреча исполняющего обязанности министра просвещения Абхазии Инала Габлия с руководством Российского детского центра Москвы. Все подробности в репортаже Шазины Ханагуа. Патриотическое воспитание молодежи – важная задача образовательных учреждений, а уроки истории играют значительную роль в формировании у школьников любви к родине. Темы Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии особенно важны, поскольку демонстрируют тяжелые испытания, которые выдержал народ, и укрепляют человеческое самосознание. Хотелось бы в первую очередь поблагодарить представителей фонда президентских грантов, в рамках которого проходит сегодня реализация проекта «Патриотичные стенды». В школах Абхазии поступят вот такие вот стенды, где описывается героизм наших старших братьев, наших героев. Конечно же, это очень хорошее подспорье для преподавателей истории. То есть эти стенды будут переданы в первую очередь в классы истории, где историю будут проходить наши школьники. 30 школ Сухума и Сухумского района получили новые патриотические стенды. Каждая школа получила 6 стендов с информацией о героях Великой Отечественной войны, Отечественной войны народа Абхазии и СВО. В их числе уроженцы Абхазии Рожден Барцыц, Владимир Аршба, Владимир Харабуа. Следует отметить, что узнать о подвиге героев подробнее можно по QR-коду. Работа с патриотическими стендами поможет учащимся лучше изучить историю, глубже понять ее трагическую и героическую составляющие. Мы искали те проекты, которые в России были реализованы, была популярность в этой сценарии. Поэтому хочется вам тоже показать, какие возможности есть. Это вот крайне интересно. Сами все команды с большим удовольствием это слушали, смотрели и сами вот какие-то новые вещи однозначно для себя открывали. Крайне интересно. Во время повышения квалификации в Центре знания Машук абхазские учителя отмечали нехватку наглядных пособий. Тогда и было принято решение о создании патриотических стендов при поддержке Российского фонда президентских грантов. Следует отметить, что патриотическими стендами планируется обеспечить все образовательные учреждения республики. На текущий момент, да, в рамках каждой школы предусмотрено 6 сценариев. То есть это 6 эпизодов, 6 героев, которые дети смогут в каждой школе изучить. Также в Министерстве просвещения Абхазии состоялась встреча исполняющего обязанности министра Инала Габлия с руководством Российского детско-юношеского центра Москвы. Рад, что вы снова к нам прибыли, вернулись. Я уверен, что наша работа будет только набирать обороты. Мы планируем с вами заключить соглашение. Рождественский центр для нас – это
как говорится, пример в воспитательной работе. Поэтому сегодня, я думаю, Александр Сергеевич, тоже вы поделитесь своими идеями в рамках нашего сотрудничества. Уверен, что наша работа в сфере воспитания именно, да, подрастающего поколения будет носить очень продуктивный, эффективный характер. Для нас это тоже задача номер один, как и в Российской Федерации. То есть передать знания – это часть задачи. Главное – воспитать в ребенке настоящего патриота, настоящего гражданина. Поэтому с вашей поддержкой мы это будем делать еще эффективнее и еще, я думаю, интереснее и увлекательнее для самих детей. В свою очередь, директор Российского детско-юношеского центра Москвы отметил, что целую неделю российские специалисты будут общаться с учениками и преподавателями, посмотрят, какие инструменты для развития образовательной среды есть в республике, поделятся своим опытом. И в своей деятельности как раз советники определяют несколько очень важных направлений, которые вместе помогают раскрывать творческий потенциал детей. В первую очередь, безусловно, это развитие воспитательной среды в стенах образовательных организаций, да, это создание школьных театров, центров детских инициатив, школьных спортивных клубов, военно-патриотических клубов, музеев. То есть советник, он объединяет детские коллективы, вместе с педагогами они помогают создавать такие рекреации, и дети в зависимости, соответственно, от своих интересов становятся активными таких воспитательных пространств, и уже это воспитательное пространство непосредственно помогает развивать профессиональные компетенции ребят в различных направлениях, и многие из них, благодаря воспитательным пространствам, понимают, какую профессию в будущем им интересно было приобрести, и самое главное, какой они вклад могут сделать, да, в развитие страны. Участники встречи обсудили различные воспитательные практики, методы взаимодействия с родительским сообществом и детскими объединениями, которые детско-юношеский центр Москвы внедряет в школах и колледжах России. Шазина Ханагу, Алексей Гухава, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Около 100 школьников из Абхазии примут участие в третьей смене Международного детского центра «Артек». Это стало возможным благодаря увеличенной квоте. 12 марта школьники отправятся в Крым. Среди них активисты, спортсмены, победители Олимпиад. В Кабмине прошла встреча исполняющего обязанности министра просвещения Инала Габля с участниками смены. Дети и их родители могли задать интересующие вопросы, а также узнать о новых проектах. Инал Габля поблагодарил за предоставленную возможность руководства Российской Федерации, а также директора Российского детско-юношеского центра Александра Кудряшова. Мы отправляем большую команду, впервые в истории Абхазии. До 100 человек поедут завтра в Международный детский центр «Артек». Для нас это большая победа. Благодарю за поддержку руководства Минпросвещения России в лице Сергея Сергеевича Кравцова. Благодарю руководство «Артека» в лице директора Константина Альбертовича Федоренко и всех, кто нас готов принимать в этой прекрасной, замечательной стране детства. Это и вожатые, это и педагоги, это и замечательные спортсмены, эксперты в сфере образования. Вас ждет незабываемое путешествие. Я сам побывал впервые в «Артеке» в апреле прошлого года. В марте 2024 года мы подписали соглашение о сотрудничестве. И в рамках этой работы, как уже выше отметили, мы увеличили квоту в 3 раза. Не только в «Артек», и во все всероссийские детские центры. Это и «Орленок», и «Смена», и «Артек», конечно же. Поэтому я вас благодарю за вашу активную жизненную позицию. Вы победители олимпиад, конкурсов. Я уверен, что и там, в стране детства, вы покажете себя с самой лучшей стороны. Открывается новый этап в вашей жизни, вы уже достигли очень больших побед, да, многие призеры олимпиад, различных конкурсов, и вы едете в «Артек» в очень символичное время. В этом году «Артек» отмечает 100-летие, это его первый большой юбилей. «Артек» — это действительно страна детства, это страна с уникальными воспитательными технологиями, с уникальными вожатыми, и мы уверены, что вы, проведя эту тематическую смену, обязательно обретете не только новых близких друзей, но обязательно построите, найдете новые профессиональные компетенции, свой маршрут дальнейшего развития, обретения будущей профессии. Наша общая задача двух наших стран — создавать всесторонние возможности для вашего развития. Еще раз вас поздравляю, вы большие молодцы. Самое главное, сохраняйте в себе эту энергию, которая сейчас у вас есть, которая принесла вам определенные достижения, преобразуйте ее, каждый раз ставьте себе новые цели и задачи, а мы совместно будем помогать вам их достигать.
Стартует прием заявок на международный конкурс рисунков «Грани творчества». К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных учреждений от 7 до 17 лет, чьи рисунки смогут вдохновить сотни людей, показав, как важно дружить, поддерживать и понимать друг друга. Предлагается отразить образ крепких дружеских связей между народами Абхазии и России в творческих работах, которые украсят фасады зданий и корпус поезда, связывающего дружественные страны. Работы принимаются в любой художественной технике, в том числе с использованием компьютерной графики. Рисунок должен быть авторским и ранее не участвовавшим в других конкурсах. Прием работ продлится до 17 марта. Подробности на официальном сайте Министерства просвещения Абхазии. В историческом голландском квартале в центре Потсдама состоялась презентация Республики Абхазия, собравшая представителей бизнес-сообщества Германии. Организатором мероприятия выступил член правления международной, неполитической и нерелигиозной организации All Tables Potsdam Йорг Баут, который и предоставил площадку для обсуждения экономических возможностей Абхазии. В мероприятии приняли участие представитель ТПП на Абхазии в Германии Вольфганг Мацке и полномочный представитель МИД в Германии Хибла Амичба. Основное внимание на презентации было уделено экономическому потенциалу республики и возможностям для инвестиций. В Сухуме прошла презентация республиканской общественной организации «Новый курс», которая была учреждена еще 1 марта 2023 года. О целях и задачах новой организации в материале Ульяны Рожковой. Цель организации – доведение до широкой общественности идеи о проведении системных государственных реформ, в первую очередь реформы модели правления, за которой должны последовать и ряд других важнейших политических шагов. Новый курс выступает за движение по реформированию в целом всей системы управления в государстве. Организация должна стать определенным направлением, стратегией по проведению политических, социальных, экономических и иных структурных преобразований в стране. Хотел бы тут остановиться на том конкретно, что касается вообще экономической сферы. Развитие самой экономики, вообще в принципе реформа экономической системы невозможно без реформирования самой Конституции, о которой мы говорим. Что дает реформа Конституции? Реформа Конституции прежде всего дает нам возможность осуществлять более прозрачную, более качественную, более, так скажем, эффективную систему государственного управления. И благодаря этой эффективной государственной системе управления уже дальше можно разговаривать о всякого рода экономических проектах. Прежде всего, нас интересуют проекты в области малого и среднего предпринимательства. По мнению сопредседателей нового курса, источниками политических кризисов в республике являются два фундаментальных фактора – сложившаяся после войны модель государственного правления и, безусловно, общественные отношения. Непрекращающееся внутреннее противостояние, множество негативных тенденций, проявляющихся в разных формах, привели нас к кризису во многих сферах жизни, что, конечно же, вызывает тревогу за будущее нашего народа и государства. В этой связи, как нам представляется, назрела необходимость переосмыслить пройденный после окончания войны период, определить причины кризиса и наметить пути выхода из него, поскольку сам по себе кризис никуда не денется. Абхазия, и это уже очевидно давно, нуждается в первую очередь в стабильности, в здоровых правилах и порядках, понятных каждому гражданину без исключения, без которых невозможно развитие государства. Республиканская общественная организация «Новый курс» открыта и готова к диалогу со всеми общественно-политическими силами в стране, которые разделяют позицию по вопросу реформирования модели государственного правления. Ульяна Рожкова, Инал Гвинджи, Абхазское телевидение. В Сухум с рабочим визитом прибыла делегация из Тамбовской области. Российских гостей принимали в столичной администрации. Детали в материале пресс-службы города. В Сухум с рабочим визитом прибыла делегация из Тамбовской области. В столичной администрации принимали российских гостей. Тамбов и Сухум с 2012 года города-побратимы. Глава администрации Сухума Беслан Эшба отметил, что уже много лет идет плодотворное сотрудничество в самых разных сферах. Мы рады вас видеть на Абхазской земле, в столице нашей страны, в городе Сухум. Готовы обсудить наше дальнейшее сотрудничество по самым разным направлениям. Это социальный блок, экономика, молодежная политика. Для того, чтобы наши города стали еще ближе, еще плодотворнее сотрудничали. У нас и так, в принципе, последние 2 года идет интенсивное взаимосотрудничество. К нам ездят гости
Значит, в основном преподаватели и те, кто там помогают нам повышать уровень квалификации наших преподавателей. С городом Тамбовом очень теплые отношения, дружеские, партнерские отношения. Уже несколько лет мы работаем вместе, взаимодействуем по всем направлениям. Спасибо большое, огромное, что нашли время и с рабочим визитом приехали к нам. Временно исполняющий обязанности руководителя аппарата правительства Тамбовской области Валерий Карасев в свою очередь подчеркнул перспективность взаимодействия и в будущем. Администрация Тамбовской области с сухумскими коллегами подготовила план совместных мероприятий на 2025 год, включающий проведение научно-практической конференции, конкурсы детского творчества, фотовыставки, турниры по различным видам спорта. Естественно, поддерживается. Мы сейчас проект рассмотрим, обсудим, как вы уже сказали, Александр Федорович, мероприятия, которые нам предстоит провести в этом году. Ну и, соответственно, с ответным словом могу сказать, что действительно, правильно было подчеркнуто, братья и сестры. В перспективе, я думаю, что мы только будем не просто плодотворно сотрудничать, а расширять все наши вопросы, планы и реализовывать. Но самое главное, что есть желание, что она была. Потому что во время работы что-то находим новое, интересное, взаимно. Мы у вас учимся, вы у нас и развиваемся вместе на благо жителей наших регионов. Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне также занимает важное место в утвержденном плане. В этом году, как вы знаете, у нас величайшее событие – это 80 лет Победы. У нас с вами намечены совместные мероприятия, также во знаменование такой серьезной великой даты. Заместитель министра экономической и инвестиционной политики Тамбовской области Ольга Камнева подчеркнула, что Абхазия – постоянный торговый партнер Тамбовской области. Она обозначила и новые направления взаимодействия, в частности, в аграрной сфере. Прежде всего, продукция агропромышленного комплекса Тамбовской области. Но это, собственно, у нас поставляется в Республику Абхазия мясо, мясные продукты, сахар, изделия из сахара, изделия из муки, злаков, продукты переработки, кондитерская продукция. Было бы очень полезно видеть ваши предприятия на Покровской ярмарке в городе Тамбове. Но в сфере образования есть уже сложившаяся традиция по обмену опытом между педагогами. И в прошлом году делегация города Тамбова, школьных учителей города была у вас. Вот передает вам привет, помнит эту встречу, она была очень плодотворная. Заместитель главы Леон Кварча отметил, что расширение торгового сотрудничества позволит расширить ряд позиций продукции субтропического хозяйства на прилавках Тамбова. Кроме того, есть обширное поле работы в туристической сфере. У нас есть уже наработки с нашими представителями туристического бизнеса по тем туристическим продуктам, которые могли бы быть интересны для жителей Тамбова и Тамбовской области. У нас есть ряд позиций товарной номенклатуры, которые по объективным причинам у вас произрастать и перерабатываться не может. Имеется в виду продукция субтропического хозяйства. На встрече отмечалось, что Тамбовская область уже много лет тесно сотрудничает с Сухумом в сфере образования и культуры. Руководители управления образования и культуры столичной администрации выразили благодарность российской стороне. Такой же плотный план работы обозначен и на 2025 год. Амрамич Алексея Гухава, пресс-служба администрации города Сухум. Гендиректор Русдрамы Ираклий Хиндва стал почетным членом жюри 26-го международного Брянцевского фестиваля детских театральных коллективов. Об этом сообщает «Спутник Абхазия». Это один из крупнейших детских театральных фестивалей в России, названный по имени советского актера, режиссера и педагога Александра Брянцева. Он проводится с 2000 года, и за это время в нем приняли участие тысячи маленьких артистов, которые позже нашли себя в профессии. В этом году мероприятие будет проходить в Санкт-Петербурге с 14 по 17 апреля. По предварительным оценкам специалистов Госкомитета по экологии, гибель чомг на побережье Черного моря носит естественный характер, сообщает Абснопресс со ссылкой на исполняющего обязанности председателя Госкомитета по экологии Савелия Читанава. Образцы умерших птиц отправлены для лабораторного исследования в экологическую службу города Кропоткина Краснодарского края. Причина гибели птиц будет установлена после получения результатов. И в завершении выпуска о погоде. По
По сообщению гидрометцентра, в среду 12 марта в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, туман. Температура воздуха ночью 5-10, днем 15-20 градусов. Температура морской воды 9 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.